Здравствуйте. На главном телеканале Республики время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о ключевых событиях. Владимир Путин поддержал выдвижение Ради Хабирова на второй срок. И результаты хорошие. Поэтому я со своей стороны сделаю все, чтобы вас поддержать. В Кремле состоялась рабочая встреча президента России и руководителя республики, в ходе которой глава Башкортостана представил детальный доклад о развитии региона и достижениях за последние 5 лет. В целом хотел сказать, что республика довольно интенсивно развивается. Соборную мечеть Ар-Рахим в Уфе достроят. У нас 82% работ еще необходимо будет выполнить. После завершения работ религиозное учреждение сможет принять до 10 тысяч верующих. Сегодняшнее решение, оно продуманное, оно необходимое, оно ожидаемое, конечно же, оно для нас всех радостное. Аграрии Башкортостана приступили к весенне-полевым работам. Что посеем и какие прогнозы на новый урожай? Аграрии готовы сегодня полностью выйти на весенне-полевые работы. Большая вода еще не отступила. На высоте примерно 300 метров вместе с спасателями мы облетаем около 600 километров. Наша съемочная группа с высоты птичьего полета осмотрела территории, которые находятся в зоне риска потопления. Главное политическое событие недели – встреча главы республики с президентом страны. Рабочий разговор состоялся в Кремле. Ради Хабиров подготовил детальный доклад главе государства о развитии региона и достижениях за последние 5 лет. Речь шла и об экономике, развитии аграрного сектора, строительства, социальной сферы, науки и образования. Кроме того, в ходе встречи обсудили и тему специальной военной операции и тех мерах поддержки, которые Башкортостан оказывает военнослужащим и их семьям. Владимир Путин отметил хороший темп развития Башкортостана и поддержал выдвижение Ради Хабирова на второй срок. Подробности встречи в материале Артура Шамсудинова. Как дела? Хорошо. Все слава. Посмотрел у вас там в среднем показатели на хорошем уровне. Владимир Путин с самого начала встречи задал доверительный тон беседы. Важное наблюдение президента. Башкортостан развивается хорошими темпами. На презентации ключевые достижения региона. Первое, на что обратил внимание глава государства, это инвестпроекты. Какие вы отметили бы? Очень много. Знаете, прежде всего, конечно, нефтехимия. По линии Башнефти у нас целый ряд предприятий. По линии «Газпромнефтехим» Салавата. Большие инвестиционные проекты сейчас формируются, уже в стадии находятся уже проектных работ. До соды. Тоже в соды мы договорились, что где-то до 30 года до 100 миллиардов инвестиций будет. Если какое-то время назад Башкортостан был недолюбленным регионом для инвесторов, теперь один из лидеров по их привлечению, рассказал Ради Хабиров. В регионе 5 территорий социально-экономического развития. Особая экономическая зона Алга, 10 кластеров. Президента заинтересовала практика проведения в республике инвест-часов. Что это за часы инвестиционные? Для меня каждый четверг я собираю инвесткомитет. Неважно, что у меня происходит, я собираю. Сам лично принимаю инвесторов, причем разные. Приходят, и мы сразу принимаем решение. Вот в течение 30 дней у нас задача предоставить проект, право, соответственно, приоритетный инвестиционный проект, и в течение 60 дней предоставить землю без торгов. Это вот ключевая история. И также все муниципалитеты на четверг ориентированы на принятие уже более мелкого уровня, то есть муниципального уровня инвестиционных проектов. С 2018 года до 2023 года рост инвестиций в ВРП составил с 19% до 26%. Мы знаем, что по законам экономики, чем больше доля инвестиций в ВРП, тем более динамично развивается регион. Ну и самое главное, появляются новые рабочие места, появляются налоговые поступлений, что позволяет развиваться региону. Через призму инвестиций звучала и международная повестка. С ключевым партнером Белоруссию сейчас как раз формируется совместный промышленный кластер. В прошлом году под Уфой заработало белорусское предприятие по выпуску зерносушилок. В этом должны запустить еще одно производство. Дай бог, как говорится, к концу года уже будем выпускать впервые в Башкортостане
значит, экскаваторы, грейдеры, бульдозеры, 40-тонники, погрузчики и так далее. Это все, соответственно, инвестиции. Нам удалось убедить, что здесь интересно. Интерес не скрывают и партнеры из Казахстана. Как и с Беларусью, соседним государством, также регулярно организуются бизнес-миссии для поиска новых партнеров. Хороший показатель дружбы. Международные мероприятия на территории Башкортостана. Владимир Владимирович, хотел сказать спасибо большое за доверие. Мы в этом году в Уфе проводим 20-й межрегиональный форум Россия и Казахстан. Поэтому ваше участие, конечно. Крепкая экономика позволяет выполнять важнейшую задачу – поддержку специальной военной операции. С первых дней Башкортостан включился в работу по формированию воинских подразделений. На СВО сейчас воюют батальоны имени Шеймуратова и Достовалова, полк Башкортостана и 2 подразделения имени Салавата Юлаева под эгидой Росгвардии. На их поддержку отправлено уже порядка 120 гуманитарных конвоев. У нас и мобилизовано большое количество, и те, кто по контракту, Минобороны и добровольцы, поэтому большое количество семей. Мы, на наш взгляд, наладили эту работу должным образом, чтобы каждая семья была все-таки под нашим вниманием. Все регионы, мы у друг друга учимся, поэтому мы смотрели, какие меры поддержки мы сами можем. Поэтому вот республиканских только мер поддержки, это 39 мер поддержки. Они все с деньгами. Вот если взять, то значит, за 2 года мы на поддержку более 7 миллиардов рублей отправили. То есть это все конкретные вещи. Республика Башкортостан стала регионом номер 1 по поддержке президента Российской Федерации, по поддержке специальной военной операции, ее участников. Задачи, которые Ради Харич ставил всей управленческой команде, в том числе мне, изучать, реагировать на просьбы участников специальной военной операции, бойцов, снимать все вопросы для того, чтобы ребята могли эффективно выполнять боевые задачи. Ради Хабиров сделал акцент на том, что на передовой в едином строю служат люди разных национальностей и религий. Этот момент хорошо отразила ставшая популярной картина художника Александра Скорнякова «Молись, брат, я прикрою». Я вижу то, что чуть ли не каждую неделю там или там открывается новый завод. Это факт. Общаюсь с военными, вижу, какая идет большая грандиозная помощь. Это тоже факт. Кажется, вижу также, как он налаживает межнациональные, межрелигиозные связи в нашей республике. Мы единый народ, получается, и не дает факторам извне разрушить это единство. Это тоже факт. В числе главных достижений региона за последние 5 лет в Башкортостане решили проблему обманутых дольщиков. На начальном этапе их было более 10 тысяч человек. Из 130 проблемных объектов половину построили, по остальным сделали выплаты. По строительству жилья республика вообще вышла на рекордные показатели. Неплохо у нас жилищное строительство. Все эти годы жилищное строительство растет. Ростом идет, Владимир Ильич. Мы к 30 году по вашим поручениям должны строить 4 миллиона квадратных метров, но мы уже подошли к 300, поэтому это мы достигнем. Я думаю, что в этом году мы уже приблизимся к 3 миллионам 500 тысячам. Сегодня у нас на дворе 24 год, еще 6 лет. На заре моей деятельности мы в республике сдавали 2 миллиона квадратных метров. Судите сами, к 30-му году в 2 раза больше, чем в начале 90-х годов. Строятся поликлиники, больницы, сельские ФАПы, а также школы, мастерские и учебные корпуса колледжей. Возводится межвузовский кампус, в первую очередь которого сдали в прошлом году. На подходе еще 7 башен, в которых будут лаборатории, общежития и зоны предпринимательской активности. Надо отметить, что последние большие строительные проекты, связанные с университетами у нас, они реализовывались лишь в 60-х годах прошлого века. И сейчас кампус позволяет объединить программы в сфере энергетики, инжиниринга, цифровой зеленой химии, биомедицины, генетики, IT-технологий. И все эти проекты очень востребованы в нашей республике. Кампус помогает нашему региону укрепить свои позиции в конкурентной борьбе за самых талантливых студентов. Средняя продолжительность жизни в республике достигла отметки в 73 года. Снизились темпы падения рождаемости. Количество многодетных семей, наоборот, увеличилось. Владимир Путин поручил руководству региона сосредоточить внимание на сфере медицины, а именно количестве врачей скорой помощи, а также не допустить отставания в сельском хозяйстве. В целом же социально-экономические показатели неплохие. Чтобы не сбавлять темпы роста, президент поддержал кандидатуру Радия Хабирова при выдвижении на новый срок в качестве главы региона. В целом все получается, и планов много, и результаты хорошие. Поэтому
Я со своей стороны сделаю все, чтобы вас поддержать, ну а выбор, конечно, будет за людьми, надо с людьми работать, особенно в этот период, напрямую побольше и почаще встречаться, слушать. Потому что все же из кабинетов рабочих не увидишь, не услышишь. Надо поближе работать с людьми, обратную связь получать. А так в целом все нормально, так что желаю удачи. Спасибо. Артур Шамсудинов и Загир Атангулов. Итоги недели. Соборная мечеть Ар-Рахим будет достроена. Такое обещание в день празднования Ураза-Байрама дал глава республики. Напомню, возведение этого объекта было начато в 2006 году. По разным причинам строительная площадка долгое время пустовала. Также в священный месяц для мусульман праздник в столичной мечети Ляля-Тюльпан прошел большой намаз. Из Уфы он транслировался на всю страну. Как завершили строгий пост верующие жители республики, в материале Динары Масхановой. Во время ифтара очень хорошо будет для организма выпить легкий бульончик. Суп, овощи и фрукты. Диетолог Левиза Набиуллина знает, как разговляться без вреда для здоровья. Последний ифтар накануне Уразы Байрама всегда особенный. За столом самые близкие, а позади месяц строгой диеты. К похудению отношения она не имеет. В основе Рамадана – духовное очищение. Мы с папой ходим в мечеть. В мечети мы читаем намаз. Атай держит уразу. А я, когда вырасту, тоже буду держать уразу. Если есть намерение внутреннее очень сильное и поклонение Всевышнему, то пост держится легко. И месяц проходит очень быстро, неожиданно быстро. А также самое главное – это поддержка в семье. Если есть поддержка, то еще легче. Праздничный намаз традиционно начался в 9 утра. Прихожане расстелили коврики в столичной мечети еще задолго до богослужения. Желающих почтить имя Всевышнего много, как всегда. Поэтому верующими места были заняты и на улице. Всех мусульман республики со священным праздником поздравил Ради Хабиров. В этот день мы молимся за мир и согласие в нашей стране, в нашем Башкортостане. И, конечно, в этот день мы молимся за тех наших воинов, которые защищают нашу страну на передовой. Мы молимся за погибших, мы молимся за их родных и близких. И, конечно, в этот день мы верим, что они все вернутся домой, живые и здоровые. Примечательно, что свой пост сейчас держат и представители православной конфессии, который также предполагает ограничение в пище и укрепление духа. Это большая воспитательная практика. Все посланники Божьи об этом говорили, и во всех священных писаниях для всех традиционных конфессий этот обряд есть. Даже вот в этом году наш пост Рамазана совпал и с православным постом. Они еще дальше, до мая, пост соблюдают. Это учиться благочестию, богобоязненности, воздержанию, терпению. Дата Ураза Байрама ежегодно смещается, так как она связана с лунным календарем. В Башкортостане в этот праздник прихожане отдыхают. День считается нерабочим. Тяжелым трудом не рекомендуется заниматься даже дома. Граждане ряда других регионов страны также сегодня отдыхают, преимущественно с мусульманским населением. К слову, через 70 дней после праздника Разговения мусульмане отметят Курбан-Байрам, до которого у верующих принято совершать паломничество к святым местам. Кроме того, постящиеся имеют возможность ограничивать прием пищи после уразы еще несколько дней. Это уже уровень для особо подготовленных мусульман. Впервые я держу пост, решилась внезапно попробовать, думала немножко, но решила продержать весь. Собираюсь с завтрашнего дня еще шавали держать 6 дней. Мне очень понравилось. Это, знаете, такое испытание для себя, очищение. Ограждение, которое будет ставиться, образец у нас вот такой, будет ставиться по смотровой, точно так же будет ставиться у нас на спускающих лестницах.
Пока эскизный вариант внешнего облика соборной мечети Ар-Рахим. После коллективного намаза Ради Хабиров посетил строительную площадку немаловажного для жителей республики проекта. На сегодняшний день работы по облицовке объекта выполнены на 18%. То есть у нас 82% работ еще необходимо будет выполнить. На данный момент идет производство работ по облицовке фасадов нижней части минарета, всех 4. У нас на сегодняшний день выполнена разметка, установка части кронштейнов под системой, залитая опалубка смотровых балконов. В обустройстве фасадов строители будут применять греческий мрамор. Международный контракт на поставку облицовочных материалов заключен. В ближайшее время предстоит привести в порядок и внешний вид центрального купола мечети. Глава Башкортостана поручил предоставить ему поэтапный план всех строительных работ и обсудить на рабочем совещании проект развития территории вокруг мечети совместно с представителями Духовного управления мусульман республики, инвесторами и заинтересованными лицами. Мы же уже определенное время занимаемся мечетью, потому что я уже и тогда сказал, что мечеть, безусловно, мы построим. Сейчас можете, если хотите, считать, что это мое первое предвыборное обещание на следующий срок мечеть построить. Поэтому будем делать. Значит, все это время мы не сидели сложа руки, ведь важно было что? Объект, большой объект, незакупленный объект, ветра, дожди. И здесь мы потратили много времени на исследования, на химические анализы, на строительные анализы. Некоторые документы еще, даже некоторые заключения нам еще не пришли. Но что говорят исследования? Есть определенная проблема, но в целом целостность конструкции сохранена, целостность купола сохранена, поэтому, в принципе, мы сейчас можем приступить. Соборную мечеть Ар-Рахим в Уфе начали возводить еще в 2006 году. Строительство велось разными инвесторами с большими перерывами. Периодически финансирование останавливалось. В прошлом году Ради Хабиров провел совещание по вопросу возобновления работ. О том, когда именно достроят мечеть, говорить рано, а вот начало возрождению уже положено. Это очень важное решение. Дело в том, что исторически мечеть была заложена в связи с юбилеем 450-летия вхождения Башкирии в состав России в 2007 году. И вот в этом году, в год юбилея уже Уфы, 450-летия основания Уфы, глава республики принимает судьбоносное решение достроить эту мечеть, это украшение города. Сегодняшнее решение, оно продуманное, оно необходимое, оно ожидаемое, конечно же, оно для нас всех радостное. Во втором квартале года планируется приступить к поэтапному завершению фасадных работ на соборной мечети Ар-Рахим. Не менее масштабную работу предстоит провести и внутри здания. Оно действительно огромное. Планируется, что молельные залы смогут вместить до 10 тысяч верующих. Динара Таймасханова, Руслан Батаргариев, Артур Ханов, Булат Садриев и Вадим Исламов. Итоги недели. В Башкортостане начались весенне-полевые работы. На неделе к подкормке озимых культур и многолетних трав приступили в 13 районах. А прежде чем выйти в поля, аграрии приняли участие в зональных семинарах, на которых обсудили стратегию работы в предстоящий сезон. Какие задачи стоят перед сельхозтоваропроизводителями, что будет сеять, какая будет погода и прогнозы на будущий урожай. Об этом нашему корреспонденту Азату Садрееву в большом интервью рассказал вице-премьер башкирского правительства и министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Ильшат Ильдович, Республика Башкортостан у нас традиционно считается аграрным регионом. И вот буквально со дня на день должны начаться весенне-полевые работы. Скажите, пожалуйста, труженики полей Башкортостана насколько готовы к этому важному процессу сейчас? Аграрии республики с ноября прошлого года очень активно готовились к новому сезону. Мы пересмотрели структуру наших площадей. Но традиционно, конечно, сильно это невозможно поменять с учетом земельного ресурса человеческого и климатических особенностей. Но мы видим, что в 2024 году появляются такие культуры, как чечевица, рыжик, больше рапса, масличных культур, больше сахарной свеклы, больше твердой пшеницы, востребованной очень рынком. Поэтому аграрии готовы сегодня полностью выйти на весенне-полевые работы. Мы завершили серию зональных агрономических конференций, максимально объяснили аграриям, какие изменения, какие господдержка, что будет меняться, какая стратегия, какая тактика весенне-полевых работ. Поэтому видим, что вторая половина апреля
в активной фазе начнутся уже сезонные полевые работы. Ну и традиционно некоторые наши хозяйства рассчитывают на поддержку республики, на поддержку государства в весенне-полевых работах. Скажите, в этот раз какие субсидии предусмотрены для тружеников полей в плане компенсации ГСМ, покупки техники? Какие программы запланированы? Какие формы поддержки? Есть у нас прямая поддержка, есть косвенная поддержка. Сегодня очень активно используется так называемая косвенная поддержка, когда сельхозтоваропроизводители, как фермеры, так и крупные компании берут льготные кредиты. Если до 1 января текущего года это было до 5%, это как короткие, так и инвестиционные кредиты, мы в прошлом году взяли более 46 миллиардов рублей, кредиты до 5%. С текущего года у нас сегодня две ставки, это 6,8 до 6,8% для малых формхозяйственников, которые имеют выручку до 200 миллионов, и всем остальным до 10%, в том числе перерабатывающим предприятиям. Это как раз наше финансовое обеспечение, стоимость весенне-полевых работ будет около чуть более 24 миллиардов рублей. Конечно, она выросла, в том числе и себестоимость нашей продукции растет. Господдержка на уровне прошлого года. Есть федеральная господдержка, есть республиканская. Республиканская, она в отдельных субъектах, в том числе в нашем, это поддержка приобретения техники, субсидирование лизинговых платежей, субсидирование в целом приобретенной техники. У нас есть сегодня долг перед аграрием. Мы в текущем году нам выделено более миллиарда рублей, закрываем долг 2022 года. Далее будем продолжать уже по мере поступления денег. А также есть субсидии возмещения затрат на приобретение минеральных удобрений. Это так называемые субъектовые субсидии. В этом году тоже деньги есть. Мы до начала весенне-полевых работ максимальные деньги до сельхозтоваропроизводителей доведем. А на какие культуры будет сделан упор? То есть что будем сажать? Мы в этом году будем в первую очередь сеять те культуры, которые востребованы рынком. Это технические культуры. Доведем плантации сахарной свеклы до 50 тысяч гектар, хотя есть проблемы с семенами, с доставкой, сегодня этот вопрос решается. Увеличим масличные культуры подсолнечник и, наверное, увеличим рапс, горох, рыжик. И вот, как я говорил, это культура чечевица очень хорошо востребована. Поэтому мы видим, что зерновые, зернобобовые востребованные рынком увеличатся и, конечно, технические культуры. А есть какие-то прогнозы по погоде? Все-таки у нас некоторые территории попадают в зону рискованного земледелия, в частности, Зауралье. То есть чего ждать аграриям? Предварительно то, что мы сегодня видим, у нас влагозарядка, в кавычках так называемая, достаточно осенняя. Мы что видим весной, большая часть все-таки воды ушла в землю. Это достаточно для начала вегетации. Дальше уже летом нам бы хотя бы пару хороших теплых дождей, тогда и на минимальный урожай можем рассчитывать. А так предварительно видим, что текущий год должен быть засушливым и достаточно таким теплым. Это уже предварительные прогнозы. А дальше уже посмотрим, какое лето будет. В последние годы Башкортостан активно наращивает экспорт сельхозпродукции. Скажите, в какие страны и что продаем, и какие дальнейшие перспективы на рост этих показателей? Прошлый год – это одно из наших достижений. Это более 700 тысяч тонн. Это только прямая продажа из Республики Башкортостан, то есть оформленные таможенными органами, а так, естественно, больше в объеме. Это 44 страны мира, 330-340 миллионов долларов выручка за эту продукцию. То есть в этих странах, учитывая то, что у них условия жестче, чем в России, то есть наша башкирская продукция востребована и принимается этими рынками. Мы сегодня заканчиваем подготовку стратегии развития экспорта АПК до 30 года. Цель очень простая, это 500 миллионов долларов и 1 миллион тонн продукции башкирской продавать на экспортных рынках. В первую очередь это страны Африки, это страны Средней Азии, это Китай, это Индия, и это Эмираты, арабский мир. Что покупают у нас? В первую очередь мы продаем масложировую продукцию переработанную, это подсолнечное масло, рапсовое масло. Мы продаем семена льна востребованно, мы продаем комбикорма, это в том числе и жом, и широта. А также мы сегодня активно начали поставлять сухое молоко, сыры, мороженое, и, конечно, в небольших объемах, но наш мед. Спасибо вам большое за ответ.
Спасибо. Пик половодья в Башкортостане ожидают с 20 апреля. Ситуацию в республике контролируют земли, воды и воздуха. На мониторинге 27 ситуаций в 16 муниципальных образованиях. Подтоплены дома, садовые участки, автомобильные дороги и небольшие мосты. В круглосуточном режиме функционирует оперативный штаб. Между тем, соседний регион продолжает уходить под воду. Оренбургской области помогают все неравнодушные жители Башкортостана, спасатели республики и власти. О настроении природы подробнее далее. Отдых на природе отменяется, отдыхает сама природа. Так, например, временно заблокирован вход в пещеру Шульганташ. Экскурсии к наскальным рисункам приостановлены. Следуя инструкции на табличке о запрете въезда и выезда, видимо, можно только вплавь или пешком в водонепроницаемых костюмах. В отличие от туристической зоны, здесь живут люди. Мелководная река Юрмаш разлилась в небывалых масштабах, затопив 7 садовых товариществ Калининского района Уфы. Местные не помнят такого подтопления за последние 10 лет. Широковы живут в саду круглый год. Сообщения об эвакуации получали, но не верили в масштабность. Мы и машину не отогнали. И представляете, за ночь, как вода пошла. Соседи звонят, вон Виктор наш старший, говорит, машину отгоните. 2 раза машину отгоняли. Тут так резко пошла вода. Потом, значит, генератор, у нас генератор есть, сын как раз задарил. Генератор подняли, в общем. Короче, мы всю ночь не спали, все что-то поднимали, что-то делали. Муж у меня всю ночь что-то ходил, бродил. И вот так резко поднялась, а никогда такого не было. Люция Широкова несколько дней не выходит из дома. Продукты привозили родные. Ситуация под контролем спецслужб. Помогают и соседи, которые избежали той же участи. Часть СНТ огородили в прошлом году. Соорудили дамбы и вырыли траншеи. В том году сказали, куда трубу положить, где закопали. Вот. Из-за этого она не пошла к нам так хорошо. Если бы мы этого не сделали, как МЧС сказал нам, она бы вот так бы все бы затопила бы у нас. То есть это помогло? Помогло. Но она с той стороны сюда пошла. Но бороться со стихией все же не всегда удается. Под воду продолжает уходить соседний регион. В Оренбургской области живут и уроженцы Башкортостана. Люди вынуждены бросать свои дома, нажитое имущество и спасаться в пунктах временного размещения или у родственников. Уровень Урала на данный момент составляет почти 12 метров. Подтоплены более 13 тысяч домов. Никто в стране не остался. Подружки, родные, власти. Спасибо всем. Очень хочется вернуться домой. Очень. Но дома-то как такового и нет. И так мне сложно и не по себе, что в таком возрасте я оказалась в жутком положении. Когда уж вернемся? В Уфе организован сбор помощи в офисе Всемирного Курултая Башкир по адресу улица Революционная, дом 43. На неделе депутаты Госсобрания отправили в Орск питьевую воду, с которой сейчас проблемы в затопленном городе. В рамках договоренностей за счет парламентариев переслали 1000 пятилитровых бутылей из Красноусольска. Также договорились о постоянном мониторинге ситуации в форматах поддержки. Отдельно сборы, организованные в городах. Сформирован груз порядка 20 тонн питьевой воды, гигиенических средств. Предприниматели, жители прибывают, до сих пор привозят воду, необходимые средства. Все это будет здесь собираться, аккумулироваться и в дальнейшем направляться по мере наполнения в город Оренбург. Помимо этого, 11 сотрудников Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России уже работают в Оренбургской области и оказывают помощь жителям поселка Тотское. Место падения реки Ай в реку Уфа. Это граница со Свердловской областью. В Башкортостане же пик половодья специалисты ожидают в 20-х числах апреля. А пока спасатели рекомендуют быть наготове и держать под рукой документы, лекарства и ценные вещи. Осмотр паводковой обстановки в пределах Башкортостана помогает оценить ситуацию не только в республике, но и дать прогноз соседним регионам. В данном случае маршрут пролегал из Уфы до границы со Свердловской областью. Сейчас мы как раз подлетаем к границе Республики Башкортостан и Свердловской области. Это место, где река Ай впадает в реку Уфа. И дальше уже пойдем по реке Ай осматривать по северо-востоку республики, какое сейчас состояние на реке. Информацию о ситуации на крупных реках Белой, Уфимки, Ай и Юрюзань, а также на Павловском водохранилище передавали тут же в режиме онлайн. Актуальные снимки с высоты вертолетного полета были направлены в администрации районов.
Ледовую обстановку по Уфе видим, уже практически Уфа открыта, ледохода такого большого нет, там мелочь осталась, но на полях еще снег есть. Ну, вот сейчас пролетаем над водохранилищем Павловка, находимся. Но Павловка сейчас на сегодняшний день работает уже на прием воды, вот начал набирать, лед пока стоит, ну, будем ждать, пока на транзит работает, но уже начинаем работать на прием воды. Полное открытие Павловского водохранилища ожидают к началу следующей недели. Прогнозируют отсутствие заторов. Для этого были проведены взрывные работы, распилы и чернение льда. Для реки Ай, Юрезань, заторные явления характерны там, где резкие изгибы под 90 градусов и более. Там лед упирается в берег при повороте и таким образом получает заторные явления. Проводили взрывные работы, мы помогли льду уйти. Соответственно, подтоплений уже не было. Сейчас, по прогнозам, данная вода не позволяет подтопить населенные пункты. В зоне риска пока остаются несколько участков в республике. Территория Уфимского района, часть Шакши, Кооперативная поляна, в воде Садовое товарищество рядом с рекой Ашкадар. Над Стерлитамаком организован облет подтопленных мест беспилотниками. На высоте примерно 300 метров вместе с спасателями мы облетаем около 600 километров. По итогам наблюдений специалисты определят, где нужно усилить работу и составят отчет о воде без воды. Лилия Кубанова, Виктор Меренков. Итоги недели. Башкортостан официально принял эстафету проведения форума «Россия – спортивная держава». Штандарт передали главе республики Радию Хабирову и башкирским чемпионам Олимпийских игр. Торжественная церемония прошла на площадке международного форума «Мы вместе. Спорт» в Москве. Кроме того, министр спорта страны Олег Матыцин и Ради Хабиров в режиме телемоста дали старт работе двух новых ФОКов в Уфе. Новые объекты Физра-Д и Физра-Р возвели в рамках проекта «Бизнес-спринт» на основе государственно-частного партнерства. На их строительство из федерального бюджета привлекли почти 200 миллионов рублей. Подробности в следующем материале. Штандарт форума принимает глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Знамя в руках. Так символично Уфа официально принимает эстафету проведения форума «Россия – спортивная держава». Штандарт главе республики и башкирским олимпийским чемпионам передают спортсмены из Перми, где международное спортивное событие проходило в прошлом году. Мы были на форуме у наших добрых соседей в Пермском крае. Очень замечательно, интересно, ярко, насыщенно прошел форум. И, уважаемый Олег Васильевич, мы обещаем вам, что мы не подведем эту высокую планку, не уроним. Будут интересные, яркие события. Международный форум «Россия. Спортивная держава» – самая крупная площадка для взаимодействия между участниками отрасли в нашей стране. Провести его в Уфе глава Башкортостана предложил на встрече с министром спорта России Олегом Матыциным в июле прошлого года. Идею поддержал президент страны Владимир Путин, который уже в октябре пригласил гостей из разных стран на мероприятие в башкирскую столицу, отметив при этом, что Уфа будет праздновать свой 450-летний юбилей. В предстоящем году состоится и форум «Россия. Спортивная держава». По традиции он всегда проходит в разных городах нашей огромной страны. На этот раз это будет столица Республики Башкортостан, Уфа. Гости форума станут участниками праздничных мероприятий, познакомиться с культурой, историей и наследием еще одного самобытного, очень интересного и многообразного региона России. Абсолютно уверен, что форум, который пройдет в Уфе в 2024 году, он подарит нам новые эмоции, новые знакомства, новые знания. И вот такой симбиоз, дружба между регионами, которая является базовым понятием спорта, она поможет нам преодолеть все временные трудности и уверенно дальше идти вперед во благо нашей России. Передача эстафеты прошла на форуме «Мы вместе. Спорт». Башкортостан, как и другие регионы, представил на площадке свои достижения в отрасли. Ну а еще одним кульминационным моментом стало открытие сразу двух новых спортивных объектов в башкирской столице. Алга, Башкортостан!
Физкультурно-оздоровительные комплексы «Физра-Д» и «Физра-Р» расположены в Уфе на Дуванском бульваре и улице Максима Рыльского. Заниматься в них смогут все желающие. В определенные часы здесь будут бесплатно тренироваться воспитанники детских спортшкол. Они вместе со своими наставниками особенно ждали открытия этих центров. Для нас это долгожданное явление, что он открылся, и мы будем работать в хороших условиях, где тепло, светло. Вот поэтому для нас это хорошо. Еще и газон у нас до этого был паркет. Новые спортплощадки возвели в рамках проекта «Бизнес-спринт» на основе государственно-частного партнерства. На их строительство из федерального бюджета привлекли почти 200 миллионов рублей. Всего же по итогам конкурсного отбора республика получила субсидию в размере 1 миллиарда на создание 5 объектов. 3 в Уфе и по 1 в Нефтекамске и Октябрьском. Уфа, мне кажется, один из лидирующих регионов, занимает лидирующие позиции в плане спорта. И с каждым годом наш регион становится все сильнее, и ребята, спортсмены зарабатывают все больше медалей на различных соревнованиях. Ну а самое масштабное открытие еще впереди. В честь юбилея башкирской столицы свои двери распахнут дворец борьбы, комплекс гребного слалома и центр фехтования. Пару месяцев назад заработал центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. У нас очень напряженный график. Дворец борьбы мы должны сдать в конце августа. Вот, дворец фехтования мы должны тоже к октябрю его сдать. Вообще форум состоится в октябре, вот поэтому к этому времени 3 объекта. И гребной слалом, и центр фехтования, и центр борьбы. Вот эти 3 объекта будут сданы. Не уронить планку, пожалуй, это теперь основная задача, которая стоит перед республикой как организатором 12-го международного форума. И легенды спорта уверены, Башкортостан не подведет. Мои ожидания, что будет все профессионально все сделано. Почему? Потому что действительно вы любите спорт, развиваете спорт. И глава республики, и правительство, все, и Министерство спорта все делают для того, чтобы действительно выполнить указ президента, чтобы как можно больше россиян занималось спортом. Поэтому я думаю, что это будет большой праздник, на который мы приедем. Форум «Россия – спортивная держава» пройдет в октябре этого года. На его площадках будет не только насыщенная деловая программа. Организаторам предстоит познакомить участников с культурной историей и наследием региона. И, конечно, доказать всем, что Уфа имеет полное право называться спортивной столицей страны. Эмиль Басареев, Артур Шамсудинов, Загир Атангулов. Итоги недели. Такой была уходящая неделя. Спасибо, что вы были с нами. Оставайтесь в курсе новостей вместе с телеканалом БСТ. До свидания.